Cu adevărat, numărul ruinelor este unul foarte mare, da? Настолько много развалин, что уже можно организовать туристический маршрут по историческому центру столицы по руинам памятников. Вот здесь видим другую ветхую постройку старого Кишинева. Мы находимся около разрушенного здания по улице Колумна, 88. Этот маршрут может продолжить улица Миклы, 11, 18, 85, Валетарна Фирилор, 11, Мазилилор, 34. Для этих зданий не было разработано ни одного проекта. Для их реставрации не потрачено ни одной бани. Этот факт еще раз доказывает нам безразличие граждан. Владельцы этих памятников не инвестируют в них ничего. Но ведь ответственны не только эти люди, но и чиновники. Ведь существует закон о защите памятников с 1993 года. Статья 42 этого закона гласит об ответственности центральных и местных органов власти. Центральная и местная администрация обязаны выделить финансы на реставрацию, сохранение, учет и оценивание исторического, культурного достояния страны, что абсолютно не выполняется. Если проанализировать долгосрочные проекты на государственном и местном уровне, то можно понять, что выполняется крайне мало. К примеру, в Национальном музее искусства уже 12 лет ведутся реставрационные работы бывшего лицея Анатолия Дадуш. Проблема Национального исторического музея – плохая крыша. В Национальном этнографическом музее и Музее природной истории, которые даже в этом году праздновали юбилей, крыша протекает настолько, что работники вынуждены расставлять ведра. Итак, в этой области есть проблемы. Очень важно, чтобы те, которые решают вопрос о бюджете Республики Молдова, выделяли финансы на реставрацию, потому что деньги есть. Проанализировав статьи по строительным инвестициям, мы видим, что находятся миллионы на новострои. Для апелляционной палаты дома номер 4 по улице Тейлор на Ботанике более 60 миллионов. Так почему для культурного достояния нет? В этом году на данную статью расходов было выделено 5 миллионов, а в следующем году планируют не более 1 миллиона. Произошло то, что никогда не было в Министерстве культуры со Дня независимости. Da, la Ministerul Culturii de la independență încoace.